Екатерина, добрый вечер. Мы очень рады, что вы добрались и попали в финал «Новой звезды». Выступление у вас было на самом деле яркое, красочное, эмоциональное. И многие жители республики, конечно, смотрели ваше выступление на новогодних каникулах. Поздравляем вас. Спасибо, мне очень приятно. Вот до того, как вы стали участницей «Новой звезды», отношение ваше к телевизионным музыкальным конкурсам было очень неоднозначное, даже предвзятое. Много было сомнений. Что развеяло эти сомнения? Что изменила «Новая звезда»? Что развеяло сомнения, пока, как говорится, сам не попадешь, не увидишь. Даже есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать это. И я попала, я это все увидела, я увидела, что конкурсы такие действительно, они делаются на, как сказать, все честно, просто настолько все прозрачно. И теперь мое мнение лично о конкурсе «Новая звезда» стало очень хорошим. О других конкурсах я уже судить не могу, потому что я не знаю, как у них там. Каждую секунду вы получали удовольствие? Абсолютно. Начиная с того момента, как я заселилась в гостиницу, вот тот самый момент, когда я заселяюсь в гостиницу, меня встречают кураторы, и вот с этого момента все по-другому стало. Вообще все. На одном дыхании? Да, да. Вот вы на своей страничке в социальной сети писали, что этот конкурс подарил вам много новых друзей, много положительных было комментариев, но были и негативные. Вы к такой реакции были готовы? Да. Так как я уже на сцене много-много лет и мелькаю в СМИ в наших, да, то есть я готова, я уже, как сказать, я уже обросла этой чешуей, броней, что у меня уже иммунитет на эти плохие комментарии какие-то, не обращаю внимания. Вы солистка Коми Республиканской филармонии, вы исполнительница народных песен. Вот все-таки конкурс «Новая звезда», он немножко вас изменил. Вот по этому пути музыкального эксперимента пойдете ли вы дальше? Может быть, мы увидим совсем другую Екатерину Курочкину совсем скоро. Над Москва рекою звездочка упала в воду, осветила все вокруг. А в реке живет русалка, целый день горюет и зовет своих подруг. Что ж меня, мои подружки, вы, мои красавицы, не увели с собой? Я не хочу останавливаться на том, что я сделала, то, что мы сделали, то, что мне сделали. Я однозначно буду репертуар свой как-то именно народный вокал. Я не буду отходить от народного жанра, но я его немножко синтезирую в более понятный для молодежи. Это будет такое смешение музыкальных стилей? Да, да, абсолютно верно. Это будет и джаз-фолк, и поп-фолк, и что-то этническое. Ваша, наверное, самая преданная зрительница — это ваша дочь Варвара, ей 6 лет. Она знает, наверное, все ваши песни, она бывает за кулисами, на ваших концертах. Вот когда она смотрела ваше выступление на «Новой звезде», какую оценку дала? Мама, понравилось, ей не понравилось? Она мне крикнула: «Мама, ты лучшая!» Это у меня была самая великая моя награда, самая великая победа для меня. Это когда признание самого близкого человека. Когда она так сказала, у меня я даже прослезилась. Вот. Ну и потом все, она уже знает, что мама 100 баллов там заняла, 100 баллов там получила. Мама звезда. Да, да. Екатерина, вы родились и выросли в поселке Красный Затон города Сыктывкара. И на самом деле занимались в массе кружков, в том числе вокальном, и занимались только потому, чтобы не идти домой. Потому что атмосфера в семье была удручающая. Это так? Да, да, это действительно так. Не хотелось идти домой, потому что
негативная энергия, это сейчас модно такое слово называть, негативная энергетика, она дома присутствовала. То есть меня смотрят мои земляки, краснозатонцы, которые, кстати, тоже за меня голосовали, и я им говорю огромнейшее спасибо. Они знают историю нашей семьи, они знают нашу судьбу, то есть... И это было все понятно и обусловлено тем, что я занималась в кружках, чтобы действительно, да, не ходить домой, не смотреть на мать биологическую, которая болеет алкоголизмом и до сих пор. То есть, ну, детство, я так скажу, у меня было ого-го, закалка у меня хорошая. Со своим отцом вы познакомились уже будучи взрослым человеком. Да. Вы простили своих родителей? Вы с ними Да. общаетесь сейчас? Да. Я простила, я не обижаюсь, у меня нет ни обиды какой-то, ни злости, нету какого-то чувства несостоятельности или нецелостности в этом плане, в плане родительской любви. Потому что мне это все дала бабушка, то есть я не, как сказать, у меня не Не было... чувствовали себя обделенной Да, любовью? в плане воспитания я скажу, что у меня очень хорошее воспитание. Во мне заложила бабушка очень хорошие моральные качества. Ваша фамилия Курочкина. Это бабушкина фамилия? Да, это бабушкина. И вы менять ее не собираетесь? Не собираюсь. Именно в память о бабушке? Именно в память о бабушке, именно в память о продолжении нашего рода. Я еще рожу сына, и он будет у меня под фамилией Курочкин. Бабушка научила вас ведь не только терпению и любви. Она научила вас таким вот бытовым навыкам каким-то. Вы можете и на огороде поработать, и ремонт сделать в квартире. Да. И рано поняли, что все зависит от вас. Я не боюсь труда. Позавчера с сестрой встречались и разговаривали на эту тему. То есть я говорю: Юль, ну вот смотри, настанет что-то, какой-то вот апокалипсис, да, смотри, допустим. Я говорю: мы же с тобой нигде не пропадем. Мы же с тобой нигде не пропадем. Мы умеем и в земле копаться, и умеем вышивать, творчеством заниматься. И если надо, покрасим обои, поклеим, ремонт сделаем. То есть я не боюсь работы. А когда вы пели, бабушка часто плакала? Всегда. Она плакала всегда. Она настолько мной гордилась, что у нее слезы, наверное, радости и счастья были за меня. Ну, это бабушки, они все такие, мамы, родители. Я тоже плачу, когда у меня Варвара на сцене выступает. У меня тоже нет-нет, да. Ой, моя Варвара поет звездочка. или она занимается? Танцует. Она танцами занимается. И она вот что-нибудь там на сцене в садике или в школе искусств она занимается. Придет, у них концерты. И я тоже плачу. Вы были солисткой детского ансамбля «Зорюшка». Вы побеждали во многих конкурсах. И вот в 14 лет приключилась звездная болезнь. Вот кто вам помог ее излечить и кто снял с вас корону? Светлова Светлана Владимировна. Это мой самый первый педагог, который меня познакомил с народным творчеством, так можно сказать. Была звездная болезнь, она проходила, ну, так мучительно. Сказать, да. То есть я как бы смотрела так на всех сверху вниз и думала: кто вы, а кто я? Уже тогда, да. Хотя как бы на тот момент-то я не понимала, что мне еще работать и какой путь мне предстоит пройти, чтобы сказать, что Катя, ты добилась чего-то. Да, действительно, но это только первый шаг, это только начало. Она мне тогда объяснила, что не смысл в том, что на тебе корона, да, нужно заработать эту корону именно уважением. Ты можешь на себя пуха накинуть хоть сколько, ты можешь на себя просто там бриллиантами обклеить себя, но ты не будешь ничего значить. Нужно именно доказать, именно действом, делом своим, талантом своим работать, а его нужно постоянно совершенствовать. У вас был ансамбль «Сигудек». Вы учились в колледже искусств. И вот на 4-м курсе вы приняли решение: не хочу и не буду больше петь. Да. Вот что же такого произошло? Не давалась учеба, не получалось? Меня морально, как сказать, меня морально выжали там. То есть, что такое колледж? Колледж — это новые люди, новые лица, новые педагоги, новые предметы. А так как я по своей сущности лидер,
То есть Лидер — это человек с амбициями? да, Взрывной? да. То есть мне нужно, чтобы я пришла, тогда нужно было, чтобы я пришла, и все сразу вот так, оп, около меня собрались и сложили ручки, и «Катя, мы тебя слушаем». Но так как люди все личности, абсолютно все, а мы уже тогда были взрослые, 17-18 лет, то есть у каждого уже свои интересы, и каждый амбициозный, и каждый артист. А артисты у нас что? Это уже звезды, это уже состоявшиеся личности, которые хотят признания. Ну и тогда у меня с первого курса пошел стык со своими однокурсниками, с педагогами, но за 4 года меня причесали, то есть, может быть, я сама себя причесала, но я сказала, что все, искусство — это все. Это петь я больше не хочу. И вы даже предприняли следующий шаг, вы поступили в СГУ на журналистику, но ни дня там не проучились. Передумали? Передумала, вовремя. И обстоятельства начали так складываться, то есть вот действительно говорят, от судьбы ты никуда не убежишь, она тебя везде догонит. Обстоятельства начали так складываться, что в апреле, получается, я уже пришла в ОСЕК, а документы у меня все еще были в СГУ все, я пришла, потом забрала их и уже Вот, кстати, эта история с ОСЕК очень интересная. Вы ведь пошли туда на прослушивание со своей знакомой, которая вас просила поддержать ее. Да. И получилось, что приняли вас, взяли. Да. У меня вообще в жизни какие-то судьбоносные такие вещи происходят очень случайно. В ОСЕК я пришла, это было апрель. Это было, по-моему, даже 11, где-то вот в 10-х числах апреля. Я иду, значит, с пакетиком мимо филармонии, и стоит у меня знакомая по Сигутку. Она говорит: Катька, пошли на прослушивание, что ты, давай со мной вместе, там, я боюсь одна, там, т.д. Я говорю: так я не готова. Да ладно, что ты споешь что-нибудь, да пойдем. Я говорю: ну ладно, пойдем. Репертуар колледжа вроде помню, что-то акапельно, что-то помню на коми языке. Ну, пришла, прослушалась, и меня взяли. Я такая стою, хлопаю глазами, думаю: подождите, что? Меня взяли, а над ней стоял вопрос еще, как бы, взять ее или не взять. Я такой думаю: вот это да. Ну, вот так я и попала в ОСЕК. А вы 6 лет были артисткой ОСЕК, Да. и это ведь была, наверное, суровая школа для вас. О, да, это была такая школа жизни. Хочешь жить, умей вертеться. ОСЕК, ансамбль, а именно хор, дала мне хорошую закалку в плане личностных качеств. То есть люди во мне видели конкурентку, но меня, наверное, спасло то, что я в них не видела конкуренции никакой. Я глубоко уважала старших людей, которые они работают и до сих пор работают, кто-то уже на пенсии, которые отдали там 20, 25, 30 лет жизни ансамблю. Я очень трепетно относилась к разучиванию партий, и я себя корила, и я понимала, например, мне давали какую-то сольную песню петь, и я понимала, что если я пою сольно в концерте, да, ОСЕК, то в следующем номере групповом, хоровом, я не выхожу. И, естественно, я ее не учила. То есть в приоритете была сольная песня. И моих коллег это обижало. Конечно, я их в это время понимала, что я и сейчас понимаю, что это она сидит тут молодая. Без году неделя. Без года неделя, а уже солистка ансамбля, программу не учит. И, конечно, меня шпыняли. И хорошенько очень шпыняли. Ну а характер-то свой вы наверняка проявляли тогда? Да, проявляла. Ну а как? Закалка-то есть уже из колледжа закалка, и из детства закалка. То есть меня было не пробить. Я просто знаю, что вас даже снимали с концертов. Значит, что-то было у вас такое взрывоопасное? Да, уже мне сейчас 32 года, и я уже могу говорить о себе 25-летней, то есть такой как взбалмошной девчонки, 23-летней даже. То есть я заводилась вот так вот, с полоборота. И все, у меня огонь в глазах, я ничего не вижу, ничего не чувствую, и могу человека просто испепелить взглядом, словами. То есть отсутствие субординации, чувства такта мне не свойственно было. Это уже, сейчас я уже сужу со ступеньки своего 32-летия и смотрю, думаю: очень амбициозная девочка, вот прям огонь.
такая вот как А ураган. вы сейчас изменились? проносишься. Сейчас да, сейчас у меня уже немножко другие ценности. То есть вы принимаете себя такой, какая вы есть, вы никому ничего не доказываете, вы такая самодостаточная. Да, обо мне можно спросить у людей, что я никогда не буду ходить и просить. У меня есть такой в жизни принцип: не верь, не бойся, не проси. То есть этому тоже меня бабушка научила. Не прошу никого, ничего никогда. Если я могу это сделать сама, я это сделаю сама. В 2012 году случилось событие, которое вас саму удивило. Вы сами себя удивили. Вы поступили в Российскую академию музыки имени Гнесиных. И тоже получилось так, что вы поехали за компанией. И прошли на заочное отделение сольное народное пение. Вот это что? Это была еще более загадочная история. Одна судьбоносная, как сказать, да. Тоже знакомая, хорошая еще с колледжа. А мы с ней поехали заодно в Академию Гнесиных. Она говорит: пойдем, я буду поступать туда. Я говорю: ну, я тоже поеду, хоть 2 недели поживу в общежитии Гнесиных в Москве, погуляю, посмотрю, что там, как там. Меня готовили к тому, что там все по блату, что там просто так не поступают, что если просто так ты поступишь, то надо быть это супер-мега-талантом. И кто-то мне как-то, я где-то услышала, может, или прочитала, что есть у нас Министерство культуры, делает такое целевое образование. То есть выделяет деньги на обучение студентов. И я пошла в министерство, узнала, есть ли такое. Мне что сказали в министерстве? Вы сначала поступите, а потом, когда вы поступите, вы придете к нам, и мы уже будем смотреть и оплачивать ли вам обучение, так как филармония, работа. Я такая: ну ладно, ну поступлю, не поступлю, ну ладно. И ушла, и уехала в Москву, и поступила. Вы как-то сказали, что именно там, в Гнесинке, вы научились понимать музыку. Меня научили понимать музыку, меня научили слушать музыку, меня научили управлять своим голосом. Я обрела несколько техник пения в народном жанре, которые здесь, их нет, их здесь не используют. То есть эти техники, их потому что не знают. И я их обучаю, своих учеников, этим техникам. Я научилась соединять стили как раз: поп-фолк, этно-фолк, джаз-фолк. То есть это именно вот там все зародилось. И зерно именно там было сделано. И из меня, как сказать, выудили вот это, то, что я еще могу. Потенциал этот раскрыли именно там, в Гнесиных. И я за 4 года в Гнесиных я очень выросла. А правда, что одним из ваших педагогов был педагог Людмила Зыкина? Да. Это был у нас педагог по сольфеджио и гармонии. И когда мы пришли на первый курс, она говорит: вот, ну что-то разговорились, какие известные личности, нам же все интересно. Мы же с регионов приехали, ничего не знаем, тут Гнесинка, вау. И мы приехали и спрашиваем: а кто вот у вас учился? Она говорит: ну вот Людмила у меня училась. У нас сразу: Зыкина, что ли? Да, именно она. А Зыкина пошла учиться за 40 лет в Гнесинку поступать, то есть образование, да, получать высшее. Да, говорит, училась и была была одной из самых прилежных учениц, отличниц в академии, которая закончила ее. У вас очень много поклонников, но нет любимого мужчины. Вы его ждете, вы его ищете, у вас очень высокие требования. Вот все, что вы перечислили, я все это делаю. На самом деле я не то, что ищу, я прям не в поиске прям вот каждого мужчину рассматривать в качестве своего мужа. Нет, надо вот, знаете, что-то, чтобы что-то ёкнуло. Есть какой-то щелчок, тумблер, вот он вот раз и все. Опять же говорю, что я уже знаю, анализируя свою судьбу, я ничего не планирую, потому что, говорю же, вот так, как я в филармонию попала, как я в академию попала, как я на конкурс «Новая звезда» попала. То есть все идет как идет? Все идет как идет, как надо, так и будет. У меня еще есть один личный вопрос, можете на него не отвечать. А почему вы расстались с отцом Варвары? Непонимание меня как женщину. Непонимание. Вот здесь как раз об этом и говорится, что банально, но мы не сошлись характерами. Непонимание меня как артистку и непринятие как артистку. То есть для меня это было, да и сейчас для меня это очень важно, чтобы
мой мужчина, он меня понимал как артистку, он знал, что такое сцена, он знал, сколько трудов в нее вложено. То есть, а отец у Варвары этого не понимал, и так получилось, что я сказала, что я посмотрела так на жизнь с ним и думаю, нет, с этим человеком я не готова встретить старость. Нет, нет. Он хороший, он отличный отец, он хороший работник, он добрый, отзывчивый, ответственный, но он просто не мой человек, чужой. Бывает такое в жизни. Так это или нет, что вы научились теперь разделять вот это творчество, работа, вот это семья, моя дочь, вот это личная жизнь. То есть теперь не все в творчество идет. Нет. И я научилась сдавать себя в аренду. В плане работы, конечно же. Потому что если себя полностью отдаешь 100%, от тебя ничего не остается, и времени не остается ни на себя, ни на ребенка, ни на личную жизнь, ни на что вообще. То есть я научилась, я сдаю себя на 95% работы. Когда я работаю, это моя работа. Я сдала себя в аренду, и все. Ушла со сцены, получила, отдала свою энергию людям, получила обратно взамен. И довольная ушла домой к дочке, и все. И на ребенка остается. То есть я не живу ради работы, я не живу ради ребенка. Я живу ради себя, потому что если я буду счастлива, красивая, молодая мама, то ребенок у меня смотрит на меня и будет такой же. Вы заговорили о том, что вы тоже преподаете. А вы преподаете в частной вокальной школе, да. И взрослым, и детям. Да. Насколько это вас вдохновляет? Ой, это я обожаю это делать. Это, наверное, мое второе призвание в жизни — это преподавать. От каждого ученика я получаю огромное удовольствие. Даже если они приходят и мне говорят, доказывают, что они не умеют петь, но когда они уже пришли, и уже у нас первое занятие, они понимают, что нет, они умеют петь. Екатерина, я заметила, что вы любите платья, особенно Да. платья в пол. Да. И правда или нет, что когда вы разбирали свой гардероб, 48 платьев вы там насчитали Да, уже? это правда, да, я очень люблю платья, и чем старше я становлюсь, тем платья становятся длиннее. Екатерина, как вы думаете, вы сможете жить без сцены? Поменять профессию? Конечно, смогу. Конечно, А смогу. я-то думала, вы скажете, да никогда не брошу, это Да мое. все люди смогут. Говорят, вот знаете, говорят, я не могу жить без этого человека. Ты сможешь жить без этого человека. Я не могу жить без машины, да, там, квартиры каких-то там. Да сможешь ты жить. Без сцены я смогу жить без сцены. Если меня лишить сцены, да, я смогу жить. Я себя реализую в чем-то другом. То есть сцена — это не моя жизнь, сцена — это мое призвание. Мы артисты, мы хотим все, абсолютно все артисты хотят признания от зрителя. Признание от зрителя, отсюда делаются премии, отсюда делаются звания, там, заслуженные народные артисты. Вы чувствуете это признание? Да. Я очень это признание чувствую на сцене, когда я стою, пою перед зрителями, перед залом, я чувствую это. И еще больше я почувствовала это признание, когда я стояла на «Новой звезде», когда они финал, именно сам финал уже, когда вот последний, когда они не отпускали звезды, а наоборот зажигали. И когда у меня зажглись все звезды, все 5 звезд, я почувствовала признание, я почувствовала, что вот оно, вот это чувство, вот, которое я хотела, я ждала от этого проекта, оно именно тогда вот случилось. Нам с тобой до берега реки, ногами верностью береги. От тебя не беги, ты слышишь, пусть еще не видел свои края, а нам с тобою твоя земля. Твоя земля. А вас стали чаще узнавать в Сыктывкаре, например? Да, представляете, я вообще в шоке.
Я хожу по магазинам, а мне продавцы говорят: мы смотрели вас по телевизору, это же вы там пели от Республики Коми. Я говорю: да, я, а сама стою в шапке на лоб, в куртке в какой-то, в кроссовках такая, иду с садика с ребенком. Дети в садике у Варвары в группе: а мы смотрели на вас, а мы так за вас болели, мы знаем, мы сразу... Я вот сразу маме закричала: это у Вари Михеевой мама, мама. Вот. Очень приятно это. Ну, конечно, это приятно, но уже и ответственно. Ходишь по улицам, уже как бы не... Уже есть какие-то рамки, опять же. То есть люди публичные, они всегда на виду. Любой какой-то проступок, оступилось, все тебя сфоткали и в соцсеть. У нас артисты, как себя ведут. Нас же любят люди так, хайпануть. Вы счастливый человек? Да, я могу сказать, что я счастливый человек, я мама счастливая, у меня работа любимая. То есть, вы представляете, я ни одного дня в жизни своей не работала. Говорят: найди себе любимую работу, и ты не будешь работать. А в плане женского счастья я тоже счастливый человек. Я не завишу от мужского внимания, я не требую его постоянно, потому что оно всегда есть рядом, всегда. Екатерина, спасибо вам за интервью. Новых музыкальных экспериментов. Спасибо и вам. Всего доброго. Thank